4 инструмента нашего земляка, балалаечного Страдивари Семена Налимова, успешно добрались из Санкт-Петербурга на его родину Выльград. И сейчас их можно увидеть в Музее истории и культуры Сыктывдинского района. Налимы, так в профессиональной среде называют работы мастера, задержатся в республике всего на месяц, а потом вернутся обратно в Музей музыки в Шереметьевский дворец. Проект, получивший грант главы Коми, посвящен столетию республики и 165-летию со дня рождения Семена Налимова. Елена Красильникова продолжит. Столько Налимов в одном месте редко можно увидеть даже на столичных площадках. А тут сельский музей. 2 балалайки, домра и гусли Семена Налимова впервые покинули стены Шереметьевского дворца в Санкт-Петербурге, чтобы погостить в Выльгарте, на малой родине мастера. Для нас очень важно видеть реакцию всех жителей. Все подходят, и у всех счастье, что наконец-то они видят инструменты Налимова, потому что, как известно, здесь, к сожалению, ни в одном музее не представлено. И даже если люди не имеют отношения к музейной деятельности или к музыкальной, видно, насколько для них это важно. И это для нас было таким удивлением. 5-й Налим на открытие выставки приехал из Москвы. Балалайку привез Игорь Сенин, солист Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Этот инструмент у меня уже давно, более 20 лет. Я на нем играю всегда с огромным удовольствием. Хотя, конечно, немножко непросто. Тут форма грифа такая уже старинная, что называется. И современные мастера делают, может быть, где-то удобнее. Но качество звука, конечно, непревзойденное. И тембр этого инструмента просто уникальный. Вот так выглядела балалайка в конце 19 века. А такой ее создал коми-зырянин Семен Налимов. Как говорится, ощутите разницу. Музыкальный символ России и сегодня делают по образцам нашего с вами земляка. Это эталон, вершина, которую пока не покорил ни один балалаечный мастер мира. Я думаю, что мы должны гордиться действительно, что у нас жил такой выдающийся мастер, балалаечный Страдивари. Не зря же его прозвали балалаечным Страдивари, чье имя славит наш Коми-край, нашу Россию. Среди зрителей, которых едва вместил зал Музея истории и культуры Сыктывдинского района, родные Семена Налимова. Пропустить такое историческое событие семья никак не могла. Из поколения в поколение здесь передают легенду, как простой столяр из Выльгарта стал великим музыкальным мастером. Его правнучатый племянник Николай Михайлович о своих ремесленных корнях никогда не забывает. Даже у меня внуки, дети стараются заниматься этим своим трудом. Даже элементарные табуреточки, стульчики делать. Даже внучка, она с удовольствием работает. Молоточка. У меня несколько мастерских есть. На даче, здесь и так далее. Вот для них это просто удовольствие. С молотком, рубаночком, пилой. До нынешнего времени не сохранились ни родовой дом Семена Налимова в Выльгарте, ни мастерская в Марьино Тверской губернии, где он работал. В годы блокады Ленинграда была утрачена и его могила на Большеохтинском кладбище. Осталось главное – музыкальные инструменты, совершенные, как скрипки Страдивари. Елена Красильникова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.